Небольшой перекур, ребят. Работа кипит. Вот смотрите, какое поле уже скосил. Там сейчас где-то получилось 1,5 заправки. Ну, почти все уже. 2 раза я еще туда-сюда схожу. Ну, 2 покоса. И вполне достаточно. За избушкой все тоже скосил. Ну, не снимаю, ребят. Жужжание это бесполезно снимать. Потом будете писать, что жужжит, там тыры-пыры. Кроме этого еще покрасил лодку. Он сохнет. Надеюсь, до вечера подсохнет, но что-то еще все прилипает. Эта сторона уже как бы подсохла нормально. Вот. Все здорово. Небольшой ветерок. Небольшой ветерок. Сейчас подогрею чайник. Пусть сейчас стынет пила. Косилка, триммер. О, ну что сказать, вот если взять горбушу в руки или литовку, в принципе, что вот триммером косишь, что горбушой, что литовкой одинаково по скорости. Но, конечно же, не так сильно устаешь, как горбушой машешь. Гнутым надо махать, и поясница очень сильно устает. А триммером руки, кисти рук становятся ватным от вибрации. Ну и такое вот телодвижение, поясница, нагрузка небольшая на поясницу, а так нормально. Бездельник тоже вот у меня охраняет возле избушки. Тла. О, да нету, комары немножко, и мошкара вечером выйдет. Чего пыхтишь? Почему я раньше не брал его? Раньше до этого и похода у меня толковых не было. На трицикле один раз выезжал, на собаку туда, куда возьмешь. Сейчас багажник сделал, там может на багажник как-то его посадить и съездить вместе. Да и, ребят, вот вы некоторые мне пишете, вот когда я весной езжу на вторую избу, беру с собой собаку. Уже тогда в комментарии выскакивает, что ну, какой же ты охотник, собаку берешь весной, тыры-пыры. Вот когда я беру собаку весной, тогда еще птица не на гнезде. Как бы они готовятся, но они еще не сели на гнездо. И, как сказать, мы, если туда уж поедем, на вторую избу, мы на лодку поднимаемся и возле избы только. Возле озера, возле избы, никуда в тайгу не выходим. Чтобы вот урон принести там тайге, там, что от нас, от собаки там какое-то гнездо там, как сказать, разрушили или еще. Нет, этого у нас не происходит. До этого, вот после того похода на лодке, там еще снег лежал в лесу, между прочим. И после этого вот собаку я с собой не беру. До этого времени, до конца июля. Потому что сейчас уже боровая птица все на крыло встали. Как сказать, что рябчики, что глухари, они уже летают от опасности, они взлетают и на дерево садятся. Так что собака их не достанет. Вот. Самый большой урон, конечно же, от лисы, от куницы, от лисы, но не от тулгана. Что там на другом берегу медведь. Вот если сейчас я схожу туда, там уверен, где-то с туланом, возможно, мы его и поднимем. Там болота кругом и морожка немножко наесть. И сейчас медведи кормятся вот этой морожкой. Но уже в скором времени они перейдут на чернику. Вот. Ну, примерно вот так и происходит у меня сенокос.
Немножко снимаю, болтаю, как всегда. До завтра, наверное, сено не буду убирать. Завтра уже уберу. Сейчас еще немножко надо скосить. Балдеет план. Немножко надо скосить и уже буду готовить обед. Суп сварим. И в такой пик жары лучше, конечно, в избушке отлежаться до вечера, чтобы вот это ядовитое солнце ушел за горизонт и уже реально, солнце какое-то вот прям жгет глаза. Я так называю ядовитое. Может, аллергия от солнца этого. Мне прохлада лучше, чем вот эта жара. Такие дела. На этот момент я рассказал, что происходит здесь. Лодку покрасил. Сенокос идет полным ходом. Все здорово. Территорию самое главное вот здесь убрать. Здесь тоже скосил, здесь малинник, вот этот малинник и шиповники. Все это скосил. На мангале у меня котелок. Сюда уже картошку положил. Там пока не закипело. Ну и по пути, ребят, здесь уже я территорию начал убирать. Вот смотрите, за избой там, тут трава уже почти сухая. Сейчас пока не закипело, я пойду на луг, вон туда куда-нибудь. Или поблизости я уже вижу щавель. Давайте сходим вон туда. Здесь еще вот такую тропинку здесь как бы скосил для стрельбы. Здесь у меня 50 и 100 метров мишени. Как бы пристрелка осенью перед охотой. Или зимой даже пристреливая бывает оружие. Вот, пожалуйста, щавель. Вот. Что-то маловато, конечно, но давайте пройдемся. Здесь очень много травы. Там вообще самая сочная, хорошая трава вот в низине здесь была. Раньше, когда мы косили траву. Да и тут достаточно. Вот, смотрите. Вот если сейчас покажусь. Мой рост, представляете? 1,86 м, наверное. И вот по пояс. Выше почти метр травы. Здесь хорошая трава постоянно. Вот этот тоже как бы уже семена идут. Лекарственно от давления, наверное. Вот это лекарство. Писали в комментариях, на С называется. Постоянно забываю. Вот далеко ходить не надо. Вот тут копались. Тоже, думаю, медведь тут был. Он копался прямо возле избы. Как это вот видно, здесь ходили. Вот тропинка такая. Вон я вижу щавель. Немножко наберу. Давайте туда еще сходим, посмотрим черемуху. Капец. Сколько травы. Очень много травы, ребят. Жалко, конечно, пропадает все. Но скотину не держим. Поэтому все зарастает, трава никому не нужна. Вот смотрите. Вот здесь в низине хорошая трава. Где-то вот тут еще мята растет. Не помню уже где. Вот тут тоже какие-то следы.
Смородина оттуда уже сюда перешла. Вот не косим, и уже вот здесь начала расти. Вот, можно заваривать чай из смородины. Черная смородина. Обалденный. А здесь трава, вот смотрите. В мой рост. Представляете? Здесь тоже мятая что-то. Видно что-то. Кто-то здесь ходил. Ну и черемуха. Я вижу, черемуха здесь тоже есть. Но много выпало. Вот. Чего-то выпало, но в принципе она есть. Дальше не пойду. Черная смородина тоже, как бы, она уже вон спелая почти, но красноватая еще. Угу. Но черная смородина, она вкусна. Это дикая черная смородина. Все равно в этом году урожай хоть какой-то есть. Черемуха есть. Морожку собирают. В принципе, должны быть довольны. Вот тулан, даже и не видно его. Тула, где пропадаешь? Где ищи медведя? Так, ладно, сейчас туда еще сходим. Побродим. Ну, вот шиповник тоже полезно. Иммунитет повышает. От гепатитов полезен. Ну и много чего там. Витамин С, наверное, там есть тоже. Ну, да, вот смородина тоже уже вот сюда выходит. А шиповник, он уважал уже. Весь луг уже забирает. Что в скором времени здесь тоже уже будет, не знаю, лес, что ли. Иван-чая много я вижу. Обалдеть. Это надо сфотографировать. Иван-чай. Травы-то сколько. Вот, пожалуйста, ребят. Такая яма. И когда с косилкой косишь, даже не справляешься, блин. С одной стороны, как бы хорошее время было, но с другой стороны тоже. Сейчас фотографии по пути делаю. С другой стороны, как-то живется и без этих сенокосов, без всего этого. Ой, комары, конечно, немножко достают. Вот это да, красотень. Так, идем. Вот иван-чай. Тоже уже цветы отцвели почти. Небольшая поляна. Фотографии, ребят, потом в телеграм-канале или ВКонтакте посмотрите. Шмель занят чем-то. Собирает пыльцу. Бывает лапа у него весь в пыльцах. Такой шматок. Как они набирают. Здесь тоже вот кто-то ходил. Ковырялся. Так. Ладно, сейчас где-то нету, бля, щавели. Очень мало. Очень мало. А вот я вижу немножко там. Два листочка было, и я выкинул с этими фотографиями. Что-то плохие они. Совсем плохие. Там тоже иван-чая много. Здесь, пожалуйста, кто-то тоже попался. Не могу понять, кто это может быть. Так, наверное, медведь или кабан. Еле-еле вот какой-то вот след какой-то есть, похожий на медведя. Наверное, медведь все-таки. Ох, кусают. Сильно кусают. Тут вот место, где первая изба у нас была. До этого вот здесь стояла она. Здесь вот, где береза, баня была. Береза потом вышла. А здесь вот, где вот иван-чай, вот тут была избушка. А кострище где было, я уже не помню. Ну, изба вот тут была. Все, капец.
месту, конечно. Все заросло капитально. Вот тут стояла избушка. Там чуть в стороне еще амбар был небольшой. Здесь, между прочим, все меняется. Вот берег уходит. Да, сильно уже берег ушел. Ну, здесь рыбачить любил даже раньше. Так, ладно. Идем обратно. Немножко поснимал вам природу. Ну, мой канал основан на природе. Не то, что вот экшен там кого-то завалить. Если на охоте удастся, конечно, буду показывать, но в основном это основан на природу показать. Показываю природу. И щавель, который, ну блин, поле такой, луг, и щавеля вообще мало. Вот щавелевые поля вообще очень много. А здесь что-то и нету. Сходил сперва к избушке, а потом уже вернулся снова на край опушки леса уже. Ребят, один лист только нашел и все. Капец. А вон внизу туда спускаться не хочется. Реально, блядь, здесь я не поднимусь потом. Вон там я вижу, щавель-то есть. Давайте там спуск посмотрим. Ладно, что там нашел такого. Надо спуститься. Ой. Так. Опа. Ну, видать, сезон прошел. Лягушки тут. Так, сезон проходит, щавели. Он краснеет. Листва. Более-менее еще. Вот. А там уже вообще красная какая-то. Семена. Какие они. Бездельник там. Щука схватит тебя. Тулан. Не боишься? Здесь язей раньше много было. Вот тут. Глубина была. Блин, знаете, вот даже страшно было в воду, на речку смотреть. Такой порог был. Черный такой слой. И этот язей там под язиком мы ловили просто удочками. Дофига их было. Реально, вот все было у нас, все. Просто сейчас, я не знаю, от чего она их не стало. Вода мелкая, вот и не стало. Им яма нужна, глубина. Корм. Мальки вот эти. Чего у нас ничего нету. Так, какой-то вот щавель действительно не очень хороший. Ладно, я тебя звал сюда. Ну, в принципе, набралось. У реки там. Здесь вот набрал. Тоже, чтобы не перепутать. Все листья какие-то одинаковые. Ну. С грязной мордой тут пухтишь. Ну, все, хватит. Здесь порыбачить надо. Да. Тут подниматься, конечно. Капец, тут подниматься, ребят. Вон. Видите, я бездельник. А. Цветок какой красивый. Наглый. Хитрым взглядом так. Чик, посмотрит. Там. Ладно, спущусь, сейчас сфотографирую сперва. Щавель. Очень интересная фотография получится. Лось, что ли, тут переходил? Да тут лось, ребят. Вот следы. Я и смотрю, вот. Лось поднимался здесь. Переход был. Вот следы.
лосиные следы. Прям вот здесь поднялся. Он где-то оттуда, наверное, перешел речку. Да-да-да. Вот они следы. Такие дела. Мясо. Да, Тулан ходит. Конечно, фотографии отличные получаются, потому что погода отличная, голубое небо. Но вот бывает в какой-то момент хочешь сфотографировать какой-нибудь цветок. Вот тут тоже какие-то вот синие цветы. Надо сфоткать. И ветер поднимается, шапает все. Вот это все надо сфотографировать. Вот такие цветки. Кто не хочет видеть красоту, он меня не поймет. Ему это не надо. А мне вот все это интересно. И пытаюсь как бы делиться фотографиями. И между прочим, солнце. И между прочим, я заметил ВКонтакте, когда выкладываю фотографии, очень меня благодарят. Очень много лайков я получаю. При просмотре фотографий человек больше лайкает, чем вот, скажем, я видео выкладываю, лайков меньше, а вот фотографию выкладываю, лайков больше, потому что человек хочет смотреть больше фотографий. Вот береза здесь, между прочим, хорошая листва. Вот. Я не знаю почему, вот где-то листва вообще хреновая, здесь прям шикарная. Вот вся береза, листва идеальная. Ну, для веника я имею в виду. Ладно, надо идти готовить. Сейчас что-нибудь сварганю. Щавель, картошка, туда лук, укроп, яйцо, картошка, вот это все вот сделаю. Летний суп такой. Думаю, вкусно получится. Здесь сено сушится, тоже процесс идет, вообще здорово. Можно даже сегодня сено убирать. Так, ладно, сейчас посмотрим, там суп закипел или нет. Надо все накрошить с картошкой. Ну, у меня там угли уже. Ага. Там доски сгорели быстро. Вот теперь уже вода закипела. Отлично. Сразу туда все ингредиенты закину. Ну что, варю суп из мяса цыпленка. Вот такой консервы. Хорошие, в принципе, вкусные. Дальше щавель. Здесь для красоты 1 томат, 2 яйца и зеленый лук еще. Укроп уже, когда буду есть, тогда добавлю. Вот это все я сейчас прям бахну в кастрюлю. Котелок-то есть. Главное, птицы поют, прям как весной. Так, почти готово тоже тут. Добавляем лук. Отлично. Добавляем все в кучу вместе. Пожалуйста. Идеальный супец будет. Ну и консервы. В принципе, хорошая банка попалась. Мяса много. Ну вот смотрите, какой наваристый, хороший вкусный супец будет. Еще соль добавлю. И через 10 минут уже можно обедать. Вот так. Опять на огонь поставим. Сейчас чайник еще вынесу. И Тулана буду кормить. Он тоже ждет обеда.
в избушке прохладно. Даже дрова занес, думаю, затоплю. Потом на улицу выйдешь, там жарко. Сюда зайдешь, вроде прохладно. И до вечера топить не стану. Но вечером чуть-чуть немножко придется, как ни крути, затопить. Ну что, попробуем, что у нас получилось. Так, надо яйцо еще разбить. Почему-то не кипело, но не разварилось вот это яйцо, желток. Надо сразу накрошить тоже, оказывается. Вот. Сейчас на соль попробую. Чуть-чуть соль надо еще добавить. Чуть-чуть недостаточно соли. А так суп нормальный, хороший, вкусный. Не скажу, что щавель дал такой вот кислый привкус. В холодильнике был этот покупной, вот, майонез добавляю, покупной этот огурец соленый, консервированный вот этот. Если из этого, то хорошие щи получается. Ну, такой легкий суп. Помидоры и зелень. Очень даже неплохо. И еще сюда добавлю укроп. Лучше вот так. Когда кушаете, добавляете. Вкуснее. Аромат остается. Вот так. Все. Короче говоря, я сейчас обедаю. Ну, может, полежу тут немножко, отдохну. От жары тяжело. Кому как, но я люблю прохладу. Я лучше в бушлате, но мне чтобы прохладно было. В жаркие дни не очень так хорошо. Пообедаю и схожу, может, бересту немножко, если есть где-нибудь найду. Там надо собрать в избушку и домой. Хоть чуть-чуть, что получится. А потом уже рыбалка сегодня. Сегодня уже больше вечером. Я уже прикормил здесь. Буду пробовать поймать живцов. Если поймаю, поставим поставушки на щуку. Ну и донки еще накидаю. В общем, на крупную рыбу буду рыбачить. Посмотрим, кто-то клюнет или нет там. Все это вы посмотрите дальше. Так что оставайтесь, смотрите все серии. Ну и если не сложно, поставьте лайки, делитесь с друзьями, вот, знакомыми, продвигайте мою группу, каналы, и этим вы мне помогаете идти дальше, развивать мой канал, мою группу ВКонтакте также. Ну и в остальных соцсетях непонятно, может еще где-то будут фильмы выкладывать. В Рутубе изредка тоже выкладываю. Ну, примерно так. А сейчас я обедаю. Вкусно. Майонез творит чудеса. Сразу вкус тоже меняется. В лучшую сторону, между прочим. С черным хлебом ржаным. Тулана накормил, он доволен. Да и особо не хочется ему есть. Но все равно, пускай у него будет еда. Когда захочет, съест. Так что он у меня всегда сытый. За Тулана не волнуйтесь.